Добрый вечер. 5 февраля, 709-й день аннексии Крыма. Время новостей. Содержание под стражей, месть прокуроров, предавших Украину. Об этом на вчерашнем заседании Российского Верховного Суда заявил заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. Он уже больше года находится в СИЗО. Его обвиняют в организации массовых беспорядков под стенами крымского парламента 26 февраля позапрошлого года. Защита просила выпустить Чийгоза под домашний арест, потому что нет оснований удерживать его, поскольку следствие завершилось. Однако Верховный суд в очередной раз отклонил ходатайство и оставил в силе решение Киевского районного суда о содержании заместителя председателя под стражей до 8 марта. Ахтем Чийгоз уверен, он является заложником своих политических убеждений. Прокуратура меня обвиняет и судит, и держит в заложниках как крымского татарина, говоря о том, что я могу покинуть территорию Крыма, имея гражданство Украины. Паспорт мой находится в Следственном комитете, и заграничный, и гражданский, и это известно прокуратуре. Да, я гражданин Украины. Не считаю это преступлением. Считаю то, что некоторые руководители прокуратуры, работая на государство Украины, изменили присяги, сегодня мне мстят за это, за мои принципиальные убеждения. Но я живу в Крыму, это моя родина, никуда скрываться я не собирался и не собираюсь. Считаю, что за мои политические убеждения меня держат заложником, пытаются за счет моего ареста запугать весь народ. Все проблемы, которые сегодня ощущает власть в Крыму и прокуратура, пытаются на меня списать. Это звучало из уст прокуратуры неоднократно на судебном заседании. Судьи все заложники. Ни о каком правосудии быть речи и не идет. Поэтому на благоразумие надеяться, как бы меня никто не лишал этого права. Сегодня в Крыму вынесли приговор проукраинскому активисту Владимиру Балуху по обвинению в оскорблении полицейского во время обыска в доме его гражданской жены. Поводом для обыска стало заявление свидетеля в полицию о том, что активист якобы угнал автомобиль и скрывает его дома. Вплоть до первого обыска в апреле 2015 года на крыше его дома был установлен флаг Украины. Балуха приговорили к 320 часам исправительных работ. Мужчина свою вину отрицает, сообщает «Новая газета». Комментарий только один. Выполняют ребята задание. А задание свести на нет любое проявление гражданской позиции, кем бы то ни было. Прокуратура выполняет как раз задание такое, чтобы всех людей подстричь под одну гребенку. Просто сделать из всех болванчиков, послушных власти. Только и все. Сим-Сити Транс хотели незаконно захватить силовым методом. Об этом заявило руководство компании, давая оценку действиям так называемых работников правопорядка, которые в понедельник пришли с обыском в здание транспортной компании. Администрация Сим-Сити Транс направила письмо прокурору российской администрации Крыма Наталье Поклонской, которая заявляла, что визит силовиков был попыткой вручения документов. В письме руководство компании отмечает, с юридической точки зрения это была попытка незаконного силового захвата административного здания, сопровождавшаяся грубым нарушением закона и конституционных прав граждан. Единственным объяснением этому может быть цель запугать руководство и работников одного из крупнейших транспортных предприятий Крыма. В Крыму обнаружили еще один эпицентр африканской чумы свиней. На этот раз заражение зафиксировали в селе Ароматное Белогорского района. Там выставили ветеринарные посты на въезде в село. Из-за эпидемии по всему Крыму объявлен карантин. Также есть подозрение в заражении чумой диких кабанов. Ранее карантин распространялся только в радиусе 100 километров от села Новоселовское Раздольнинского района. В этой зоне начали уничтожение животных. За несколько дней планируют усыпить и сжечь около 7 тысяч голов свиней. В Крыму ограничили продажу свинины, а в супермаркетах Симферополя разрешили продавать свинину только российского производства. Такая ситуация у нас, что нам запретили торговать свининой полностью. Мы понимаем, карантин, да, мы понимаем, что сейчас это очень тяжело. Но мы же можем брать эту свинину с других регионов, привозить с материка и также торговать, как торгуют, допустим, те
же магазинчики, которые за пределами рынка находятся. Теперь у нас люди остались вообще без работы. Нам налоги платить, пенсионные платить. Мы все документы оформили, все проплачиваем. А чем же мы будем платить, если мы сидим, мы не работаем? Значит, получается так, что за территорией рынка торговать свининой можно, а у нас нельзя. Хотя у нас проверка гораздо серьезнее, чем там. В Партените жалуются на состояние пляжей. Жители поселка напомнили депутату горсовета Алушты Владимиру Семкину, что местный пляж находится в плачевном состоянии. Обращались не только к депутату, но и к председателю горсовета Галине Огневой. Вопрос о том, что пляжи, как они стояли с 2014 года, так они и до сих пор стоят. Бесхозные, без ремонта, без всего. И я вам хочу сказать, что это пляжи – это стратегический вопрос для наших жителей. Если не будет отдыхающих, мы все помрем здесь. Потому что кроме пляжа здесь нечем завалить отдыхающих. И это страшная история для нашего Партенита. Почему вы занялись вопросом строительства с Калихмановым на берегу кафе, бистро кафе, и Галина Ивановна в том числе участвовала, подписывала, и кафе на Ивазовском. Почему вы, значит, в июне эти могли решить вопросы, а по щебенке не хватило вам времени? В Симферополе коммунисты требовали отставки крымского и российского правительства. На митинг, который состоялся на центральной площади крымской столицы, вышли более 100 представителей Компартии, в основном пенсионеры. Митингующие негодовали по поводу безработицы и повышения цен. У нас в Крыму, да и по всей стране идет геноцид тарифов, геноцид роста цен, роста безработицы. Творится полный беспредел. Когда была Крымская весна в Россию, мы все надеялись, что будет все по-честному, все будет все справедливо, что мы возвращаемся в Советский Союз. Оказывается, мы от одних капиталистов прибежали к другим капиталистам. Референдум провели, честно. Люди были на подъеме, пришли все, голосовали. А как выборы провели? А выборы взяли власть и узурпировала. И получилась птица с одним крылом. Я им об этом говорил, что эта птица не полетит. Они не верили. И вот эта птица обломала крыло и превратилась в коррумпированного пингвина, который прыгает и взлететь не может. Я думаю, что не будет никакой справедливости, не будет никаких справедливых тарифов, ничего не будет у нас с вами, пока эта власть находится у власти. Мы против такой власти, мы против антинародной власти. У меня вопрос к крымскому правительству. А они пробовали жить на такие зарплаты? Они бы хотели такой жизни своим детям? Думаю, если этого не произойдет, то правительство Медведева и наше правительство в отставку. Европарламент выразил сожаление по поводу закрытия в Крыму телеканала АТР. Там призвали Еврокомиссию оказать финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации, находящихся в изгнании. Также в Европарламенте считают закрытие крымско-татарских школ и классов и ограничение использования языка серьезным нарушением основных прав членов сообщества. Парламентарии осуждают преследование и давление на членов Меджлиса и лидеров крымских татар, регулярные притеснения независимых средств массовой информации, журналистов и активистов гражданского общества в Крыму. Также европарламентарии осудили оккупацию Крыма и репрессии крымчан. Дело бывшего севастопольского депутата Владимира Галичия уже готово в суд. В прокуратуре Крыма рассказали, материал отправлен защитником подозреваемого. 22 сентября прошлого года на территории Украины на границе с оккупированным Крымом был задержан экс-депутат Владимир Галичий, который поддержал аннексию полуострова и Севастополя. Он возвращался в Крым со своей семьей из Черкасской области. Прокуратура обвиняет его в государственной измене. Ця особа обвинувачує в двох злочинах особливої тяжкості. Це, перш за все, державна зрада, а також дії, направлені на зміну територіальної цілісності України. В одній і в другій санкції стаття передбачає позбавлення волі, в одній до 15 років, інша санкція статті передбачає також до 15 років або довічне позбавлення волі. На сьогоднішній день йде процес ознайомлення. І копію обвинувального акта, і реєстр матеріалів кримінального провадження на сьогоднішній момент, на даний час, отримав лише один захисник. Тобто ця особа на сьогоднішній момент має 3 захисника, тобто 3 адвокати.
Как получить украинские свидетельства о рождении или смерти, паспорт? Что можно провозить через административную границу или как поступить в материковый вуз? Жители полуострова, не желающие разрывать связи со своей родиной, ищут ответы на десятки таких вопросов. Наша телекомпания совместно с правозащитными организациями начинает цикл репортажей, в которых будет искать на них ответы. В этот раз речь пойдет о том, как получить свидетельство о рождении. У Сулеймана 3 месяца назад в Крыму родился внук. Родители мальчика захотели оформить украинское свидетельство о рождении. Сами они заниматься этим не могут и поручили дедушке, который переехал в Украину еще в 2014 году. Сулейман, получив от зятя увесистый пакет документов, понял, что не знает, с чего начать. Куча вопросов, море, мы сами на них не знаем ответа и не знаем, у кого их спрашивать. Вот есть органы местного самоуправления, от сельского совета и кончая городскими там какими-то органами. Куда бы ни обращались, нам говорят, мы понимаем, мы слышим по телевизору о вашей ситуации, но не знаем, как это решить вопрос. Они даже не знают нас, как считать, кто мы есть. То есть мы граждане Украины или уже мы не граждане Украины. Начинать подготовку нужно со сбора документов в Крыму, советуют правозащитные организации «Крымсос». Чем их будет больше, тем лучше. Это нужно выехать, привезти с собой весь пакет документов, обратиться к юристу, если человек, например, сам этим не занимается, оформить доверенность нотариальную на представителя, который будет в дальнейшем курировать это дело, ну и, возможно, вернуться обратно, да, до ожидания решения. В первую очередь необходимо крымское свидетельство о рождении ребенка, его копия, выписка из роддома и другие медицинские документы, подтверждающие факт рождения, украинские паспорта родителей и их нотариально заверенные копии, идентификационные номера, свидетельство о браке, либо документ, подтверждающий отцовство, если пара не в браке. С этими документами родителям новорожденного необходимо выехать на материковую Украину и обратиться за украинским свидетельством в любой ЗАГС и готовиться к отказу. Любые акты, документы, выданные на временно оккупированной территории, на данный момент в Крыму оккупационной властью, являются недействительными на территории материковой Украины и не признаются. Поэтому все свидетельства, такие выданные в Крыму, как свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, о смерти, о расторжении брака и так далее, являются, понятное дело, недействительными. Правозащитники ведут переговоры о том, чтобы госслужбы, не признавая свидетельства, выданные Российской Федерацией, могли бы признавать информацию из них. Но пока жителям полуострова приходится сталкиваться с судебными разбирательствами. С письменным отказом из ЗАГСа родители или их официальные представители должны обратиться с заявлением в апелляционный суд Киева. Только он может определить, какой местный суд рассмотрит заявление о получении свидетельства о рождении. Потом надо вновь обратиться в ЗАГС, и там на основании решения местного суда выдадут необходимый документ. Этот механизм должен стать проще недели через 2. По решению Верховной Рады Украины, которая вступит в силу после того, как его подпишет президент, обращаться в апелляционный суд будет не нужно. Принять решение сможет любой местный суд, причем незамедлительно. Также незамедлительно ЗАГС будет обязан выдать свидетельство. Илья Смирнов, Асан Аминов, Заман, АТР. Фракции «Батькивщины» и «Самопомощь» отказались работать с действующим правительством Арсения Яценюка. Об этом после Совета коалиции при участии премьера заявил заместитель председателя «Батькивщины» Сергей Соболев. Совет коалиции состоялся сразу после часа правительства в парламенте. Вельмишановна фракція «Народний фронт», шановна фракція блоку Петра Порошенка, всі учасники коаліції, народні депутати України. І народні депутати України, і фракції, і неучасники коаліції, вельмишановний пане Олег Валерійович Ляшко. В правительственной ложе представители всех министерств. Пустое только кресло министра экономики. Перед депутатами с трибуны отчитываются министр АПК Алексей Павленко и министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. В зале отсутствуют депутаты от «Батькивщины». Не хотят слушать чиновников и в «Самопомощи». Уряд у відставку. Обвиняют депутаты премьер-министра Яценюка и в частых визитах на Банковую. Мы очень рады, что наконец-то вы нашли время и для парламента. Дело в том, что когда вы шли на выборы, вы говорили о том, что вы избираетесь как премьер-министр, что у нас парламентско-президентская республика. К сожалению, вы сейчас ходите чаще на Банковую, чем сюда. А по блоку интересует, почему нет министра Абрамавичуса. Чи ви знаєте, на що він захворів? Чи він повинен відпрацювати 2 тижні, а він просто втік на лікарняний, на лівий лікарняний, за яке будуть виплачувати гроші? Що я пресічу будь-які спроби зараз спробувати тиснути на Абрамавичуса або вчиняти проти нього незаконні дії.
Цей міністр під захистом моєї фракції і уряду. Далее депутаты взялись за министра здравоохранения Александра Квиташвили. Свои претензии озвучил депутат от Апоблока Игорь Шурма из Комитета по здравоохранению. Ви хочете подивитися на реформу в системі охорони здоров'я? Не зі слів міністра. Я навіть до нього не питаю, бо він не відповідає на запитання. Я вам пропоную зробити одну річ. Зніміть окуляри, приклейте вуса, вдягніть перуку і зайдіть в поліклініку. В лікарню. Подивіться, що там робиться. А тепер в мене прохання до вас. Не до Квіташвілі, а до вас. Будь ласка, поборіться за те, щоб він проводив колегії Міністерства охорони здоров'я, щоб знати, що робиться в регіонах. Я перестал ходить на комитеты в октябре, когда меня игнорировали и надо мной смеялись. Потом вы начали смеяться над моими замами. И вы пока еще не извинились за прошедший комитет. Упрекнул министра Квиташвили и спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Встал на защиту депутатов. Я думаю, що парламент український, і це треба зважити міністрам, кожен раз в самі важкі хвилини підставляв плече кожному міністерству для прийняття ефективних рішень. І хочу сказати за те, що робити сьогодні винних у всьому і дурними депутатів я не дам. Це стосується всіх народних депутатів України справа до ліва. Сразу после часа правительства Арсений Яценюк отправился на встречу с руководителями фракций коалиции и спикером Верховной Рады. Наталья Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Сегодня крымско-татарская радиокомпания «Мейдан» отмечает свой 11-й день рождения. Вещание началось 5 февраля 2005 года, в 2007 появилось в онлайн-формате. 31 марта 2015-го радиостанция прекратила вещание, поскольку вместе с другими крымско-татарскими СМИ не смогла пройти перерегистрацию по российскому законодательству в оккупированном Крыму. В ближайшее время радио «Мейдан» планирует возобновить эфирное и интернет-вещание из Киева. В интернете появилась песня Джамалы 1944. С этой песней крымско-татарская певица примет участие в национальном отборе песенного конкурса «Евровидение-2016». Песня в исполнении Джамалы прозвучит завтра во время телевизионного эфира первого этапа отбора. На своей официальной странице в Facebook Джамала рассказала, что написала эту знаковую для нее композицию в прошлом году. На творчество ее вдохновил рассказ прабабушки Назылхан о трагедии, которая произошла с ее семьей и со всем крымско-татарским народом в 1944 году – насильственной депортации. Певица также отметила, что, по ее мнению, тема песни будет близка людям разных национальностей, поскольку многие народы имели трагические периоды в своей истории – репрессии, геноциды, депортации. Yaşlığıma doyamadım. Ben bu yerde yaşamadım. It could build a future. Это все новости на этот час. Я желаю вам хорошо провести выходные. Увидимся в понедельник. Всего доброго.